Было же уже, как обычно, довольно-таки поздно, осенью. И мы комментарий давали, что из-за того, что у нас, к сожалению, 44-й федеральный закон таков, что нужно осваивать все в срок, а Минстрой нам деньги доводит только на год, да? То есть один строительный сезон. И довольно-таки сложно в такие сроки уложиться. Это по всем объектам в республике. И по объектам Капстроя, тем более по объектам благоустройства, потому что мы, когда у нас подрядчики вышли на площадку, вышли где-то только в конце июня, когда все оттаяло и уже можно было работать. Да? Поэтому мы в прошлом году прямо по гарантийным обязательствам акты подписывали с условием, что подрядчик все переложит, потому что мы понимали, что весной это все пойдет. Подождите, значит, тогда изначально было известно, что... Изначально было известно, что будет плохо, потому что когда ложить осенью по холодной земле, это проблема. Но не положить тоже нельзя, потому что если бы мы не положили, мы бы не освоили бы финансовые средства и в итоге должны были бы вернуть деньги, да, в федеральный бюджет. Соответственно, смотрите, это минус нам, как региону, который не освоил деньги, плюс эти деньги не возвращаются. Вот в чем проблема. Поэтому мы в прошлом году со всей ответственностью, как заказчик, осенью, с подрядчиком подписали гарантийное обязательство, что весной он все переложит. Несмотря на то, что он осенью все положил, потом весной пришел, все обратно, грубо говоря, вытащил и по новой переложил. То есть здесь жители как раз как только снег оттаял, увидели, что все пошло наперекосяк. Да? И летние работы сейчас, они прям полностью все обратно вынули и все положили. И здесь, и здесь, Денис, можно туда, наверное, пройти. Смотрите, какая основная задача. Центральную площадь все переложили, плитку всю переложили вокруг озера, да? Кроме того, что с той стороны у нас нормально было, потому что на габионных конструкциях у нас технические решения такие, что плитка ложится прямо по бетонной плите. Когда по бетонной плите, вопросов нету. А когда по земле, понятно, что земля, если она замерзла, то технически это плохо, да? Убрать, да? Да, это сейчас будут работы уже доводить. Мы сегодня как раз попросили, сделать такой разбор, чтобы жители дали еще свои замечания и предложения. Мы можем, в принципе, сейчас даже клич бросить, да? Они были видны возле люков, да? Да. Они прям проваливались. Возле люков, да и вообще здесь по поверхности же, когда весной в субботник люди выходили, все было очень, зыбко, да? Пока договора поставки заключили, пока это все доставили сюда в Якутск и начали ложить, конечно, уже холодно было. И мы предполагали, что так и пойдет. И Прокопий идет, Но я думаю, что подрядчики хорошо, когда местные все-таки, они несут ответственность. И они с полной ответственностью несут эти гарантийные обязательства. У них 3 года гарантийные обязательства, Дима. 3 года, то есть за 3 года, если что-то будет опять по вине подрядчика, они обязаны будут устранять. То есть изначально вы шли на нарушение, можно так сказать? Нет, мы не шли на нарушение, мы в сроки все уложились. Денис, здесь очень принципиальный момент. Всегда люди видят какой-то... Важно, чтобы не было, знаете, как мы говорим, не было злого умысла. У нас, как у заказчика, задача сделать качественные общественные пространства, но их невозможно практически сделать за такой короткий строительный сезон. И здесь нет никакого злого умысла, здесь есть объективные обстоятельства, которые присущи для северных регионов. Мы буквально месяц назад я выступала в Воронеже, да, с коллегами встречались. У нас коллеги, которые также работают в других регионах, они прекрасно понимают наши обстоятельства и всегда удивляются, говоря как это вы в Якутии еще умудряетесь в такой короткий строительный сезон уложиться, когда, как мы, например, в Воронеже, у них где-то 9 месяцев были сроки в прошлом году, да, они не укладываются. Потому что практически, строительные работы, они же очень, тем более по благоустройству, это последние годы только начали, привет, Коля, только начали делать, и нужна тщательность определенная, тщательность, эту плиточку ложить, по-хорошему же это нужно, чтобы время было и понимание, что это не нужно торопиться. Но когда российское законодательство таково, что невозможно, понимаете, невозможно уложиться физически, приходится выходить из ситуации. И здесь только ответственность заказчика. У меня в прошлом году, смотрите, как у ГРБС, мы главный распорядитель бюджетных средств, курируем программу. Да? Заказчиками является также муниципальное образование. Например, некоторые муниципальные образования, по-моему, поселок Алмазный, отказался, например, принимать работы.
это не есть хорошо, с одной стороны. С другой стороны, это абсолютная объективная реальность, когда заказчик понимает, что что-то там не доведено. Да? Глава поселка Алмазный отказалась принимать работы по установке малых архитектурных форм. Их подрядчик привез, их установил, но они были в ненадлежащем качестве установлены, собственно говоря. Вот. И можно, конечно, пойти на принцип и сказать, я, как руководитель, там, не беру на себя ответственность принимать некачественные работы. Но тем самым, например, не освоить финансовые средства. Что лучше? Всегда такой баланс. Вот когда ты являешься руководителем, есть ответственность именно принимать сбалансированные решения. Есть определенная, какая-то воля. Либо ты принимаешь и берешь на себя ответственность, либо можно было просто отказаться, сказать, ребят, мы не укладываемся, у нас короткие сроки, у нас плохие подрядчики, у нас недостаточно времени. Просто можно было отказаться, и все. Тогда что влечет это за собой? Это влечет, смотрите, возврат денег бюджетных, это первое. Второе, это понимание уровня региона, который не справляется с задачей. И третье, это эти деньги не возвращаются, и еще уменьшается лимит на следующие года. То есть такие условия сегодня Минстрой Российской Федерации ставит. И здесь с абсолютной ясностью мы берем на себя ответственность, понимая, что мы не можем подводить города, мы не можем подводить жителей, которые ждут завершения этих работ. Возврат этих денег привел бы просто к незавершению работ. Поэтому иногда нужно брать на себя смелость за определенные действия. А вот смотрите, не совсем понятно. Значит, они переделывают работы. То есть изначально вот этот объект, вы знали, что будут проблемы, да? Мы не знали, что будут, еще раз, это не есть, мы знали, что будут проблемы. Мы понимали, что осенью плитку нормально положить нельзя. Но не положить тоже плохо. Это все равно, что палка о двух концах. Тогда какое решение вот вы бы на моем месте приняли бы? Вы лично? Я бы, наверное, перенес работу тогда. Еще раз, это невозможно. Это невозможно, потому что условия контракта таковы. Либо ты за этот год осваиваешь деньги, либо у тебя эти деньги забирают, все. И ты этих денег не получишь. Мало того, что ты не получишь, ты покажешь, что ты не умеешь работать. Ты на следующий год обречешь регион на то, что тебе денег дадут еще меньше. И нужно уметь брать на себя ответственность. А проводилась ли проверка, насколько средства все были должным образом вложены? У нас контрольно-счетная палата в прошлом году провела проверку этого объекта полностью, очень детальную. Здесь по данному объекту нарушений нет. У нас очень много было вопросов, и Управление федерального казначейства проверяло этот объект в этом году тоже. Потому что любые бюджетные средства, они требуют проверки и контроля. И это действительно проводилось, да. Просто я вот как вижу проблему. А давайте мы как-то пройдемся, мы прямо как на допросе у следователя стоим. Ну, я считаю, это неправильно, Денис. Вы опять начинаете позицию, я просто понимаю, вас, журналистов, вы сейчас начнете там, вот, вы там нарушили, вы приняли плохие работы. Я не могла их не принять. Если бы я не приняла бы, мы бы сегодня не видели бы этого результата. Посмотрите, как люди радуются. Единственное, извините, единственное нормальное место, где сегодня можно людям отдыхать, в нормальных условиях. Где еще в Якутске вы такое место найдете? Вот спросите у ребят. Вот просто у ребят спросите, ребят, вы сюда как часто ходите? Нравится ли вам Талое озеро? Каждый день. Вот. Смотрите, мы сейчас все это уберем, будет еще лучше, правильно? Вот чего вам не хватает сейчас? Доски, которые делали в местах. Лавочки какие-то, и они там ездить или там в колясках ездить, там как-то. На колясках это понятно, что нету велосипедной. Но мы сделали здесь асфальтированную дорожку с этой стороны. Там доски, они тонкие, и они как-то релистые, какие-то. Это не доски, наверное, брусчатку имеете в виду? Там щели между ними, да? Если гладкий был бы, Нет, смотрите, гладкий мы сделали с этой стороны, вот Прокопий, автор проекта, да, понимая, что мы не можем велосипедку туда завести, мы сделали от Короленко до Кирова гладкую асфальтированную дорожку. И там, в принципе, мамочки на колясках могут. Я имею в виду, чего вам не хватает, например, вот вы сидите сейчас с кофе, да, вы где кофе брали? Здесь? Кофе Travelers. Кофе Travelers. Сейчас вот куда выкиньте, сюда выкиньте. А было бы замечательно, если бы тут стояли бы еще предприниматели, правильно? Да. И было бы лучше, если бы вот эта лодочная станция была бы современным, в каком-то... Вот вас такие вещи раздражают? Вот такие вот вещи. Меня, например, как архитектора, жутко раздражают такие вещи. Как можно, смотрите, мы сделали современные малые архитектурные формы, привезли хороших производителей. И тут же стоит, извините, этот несчастный лодочник с баннерами на крыше. Это разве красиво? Правильно? Это неправильно. Я думаю, что вы, молодежь, вообще не заслуживаете такого отношения к себе. У молодежи спросили, они там говорят что-то, допустим, что нельзя там неудобно на коляске ездить. Но здесь, к сожалению,
такой проект. С той стороны нету как бы дорожек для колясок. Вот. А есть, например, какие-то небольшие провалы, вот нам хочется, чтобы подрядчик, может, там что-то не увидел, поэтому пройтись просто по озеру и сказать, давайте вот это доведем, что-то еще доведем. Вон они вот затиркой занимаются. Затирка это для чего? Это для того, чтобы швы между плиткой, да, между брусчаткой были заполнены. Вот смотрите, вот они заполняются, и получается уже эффект завершенности. Но потом подметать-то будет? Да, потом это вот, все Это обычная технология. Швы должны быть заполнены. Вот там, посмотрите, они пустые. Их песком заполняют, все, и будет такой уже эффект. Ну, здесь у нас близко сделан вот этот оставлено, потому что здесь канализационный люк. Была пустота, по-моему, да? Я вот подниму архивное видео. Здесь был провал. Провал был, Да. а вот там была пустота. Ну вот все и сделали, видите. Здесь все выровняли. Вопрос, почему сразу не сделали? Имеется в виду, что вот тут было пустое пространство, вот как бы. Нет, знаете, почему так получилось? Потому что здесь раньше были эти, вот помните эти, как его? Арт-объект стоял. Арт-объекты Арт-объект стоял. Да, тут всякие разные фундаменты. Тут вообще в грунте всякие вот эти вот дырки, вот эти вот. И весь песок туда ушел, как бы, поэтому все вот так вот поплыло. Она как бы с водой более-менее... Мы сейчас, смотрите, у нас неделя, Коля, на доведение, да? Мы подрядчику поставили срок и хотим уже как бы готовить к передаче. То есть в течение недели мы хотим, чтобы подрядчик уже все полностью завершил, все вычистил, и уже акты мы готовим для передачи на баланс городу. Вот, поэтому и важно сейчас и от города получить обратную. Ну вот мы с Николаем в постоянном контакте, поскольку балансодержателем будет именно дирекция управления общественными пространствами. Почему такие вот, ну, как сказать, неосвоенные пространства? Вот это вот? Недоделанные. Вот это? Нет, это мы должны... Доделать, да? Да, У нас еще же по озеленению есть. озеленение 330 кустарников и 5 штук деревьев, да? Вот Их ближе к осени теперь. положили, да. Осеннюю посадку будете делать, да? осенью мы высадим полностью. Просто сейчас высаживать это очень плохо. Сразу Это то же растения самое, умрут. Да. А тут, получается, подрядчик сколько всего? На всю территорию, вот имеется в виду весь объект, это у нас габионы, там... Весь объект, он стоил где-то 130 миллионов или 110. Из них 90 миллионов это габионы. То есть вот эта подготовительная часть. Вся подготовительная часть, это порядка 90 миллионов мы первый контракт делали в 2019 году, да? А в 2020 году на оставшиеся вот 40 миллионов уже благоустройство. То есть это все там касаемо установки, плитки, ну, покрытий и так далее. А если вдруг подрядчик все деньги истратил, не знаю, каким Ну как, образом, если вдруг? Он, конечно, истратил деньги. потому что он истратил их так, что не вложил до конца в объект, а это в свою очередь повлияло на качество исполненных работ, то дальше уже вы будете судиться с ним, да, или как? Ну, да, это его гарантийное обязательство, это же федеральное законодательство. То есть подрядчик полностью несет на себе обязательства по качеству объекта, который сдает. Это по всем объектам, и объекты капстроя тоже в том числе. Если там какие-то обстоятельства возникают, что в процессе эксплуатации вдруг там выяснилось, что именно за счет подрядчика что-то не то, он обязан это устранить. И тут уже вопрос не касается денег. Он брал на себя обязательства, значит, он обязан устранить. Ну, с мостом здесь, смотрите, здесь по мосту осталось вот это покрытие, вот это. И это покрытие, оно как раз в старом контракте было. На самом деле это лиственница. Это хорошая деревянная лиственница, это Алмаз, наш местный производитель. Да? И здесь он просто ведет, видите, кривит. Ну, это же обычное дело там. Господи, чуть-чуть укрепить, чуть-чуть подтянуть. Щели. Да, эти щели сделать. Я не думаю, что это такая критичная вещь. Здесь как раз уже собственник, балансодержатель должен этим постоянно, регулярно заниматься. Но чтобы этим заниматься, должны же быть средства. Вот сейчас Николаю будет очень трудно. Мы сейчас читали же, наверное, да, например, Николай же написал, что 40 миллионов надо на то, чтобы там парк содержать. То есть на содержание всегда деньги нужны. И вот, чтобы сократить эти издержки в бюджете на содержание общественных территорий, да, важно подключать бизнес. Вот если сюда бизнес зайдет на 2 площадки, они могут взять на себя обязательства по уборке, по каким-то, как сказать, ну как раз по эксплуатации уменьшить нагрузку на бюджет. И это очень важно. Малый и средний бизнес мог бы сам этим заниматься. Подровнять там, да? Да.
Если, например, у города, понятно же, в бюджете всегда средств не хватает. Здесь вот мне сейчас очень важным кажется именно быстрый заход предпринимателей. Хороших, причем качественных, модных предпринимателей. Вот сейчас смотрите, сравним. Вот стоят предприниматели. Посмотрите, какое убожество. Имеете в виду вот эти вот? На Водяновой. Это вообще неправильно категорически. Вот здесь как раз и должен быть... Сейчас мы вот с Николаем очень, ну как бы в хорошем взаимопонимании находимся, да? Новое руководство. Они будут, во-первых, они очень хорошо контактируют уже с архитектурой. Требования по внешнему облику. Посмотрите, какие безобразные вон ларьки стоят. Ну, качество мы... Вообще сам мост был очень тяжело сделан. И под мостом что было. Вот смотрите, мы какие тут решения приняли. Немножко же вычистили под мостом, посмотрите. Сюда, видите, щебенки это привезли. И уже, ну, как-то чуть-чуть аккуратнее, да, Дима, стало? Что там вообще, вот просто как он это утрамбовывает? Это нормально, основание же. Основание-то нормальное же, щебенка и песок. Ну, наверное, нормальное. Ну, вот я приводил пример там вот, товарищу, что вот я как-то видел во Владивостоке, армяне какие-то делали двор. Вот просто двор. Ну, там, я не знаю, что это за фирма была. Я сидел, просто смотрел, что они делали. Какой-то там слой чего-то, какого-то там расстелили, там еще чего-то, там утрамбовали. Я, в смысле, сбился со счету, сколько там было слоев асфальта и всего. И вот я когда туда просто подошел, вот как в Америке, прям вот такой мелкий-мелкий, такой четкий-четкий, красивый-красивый. Еще бы вообще тут ничего не было. Тут лежал песок. Нет, в этом году просто начали делать как сейчас. На что? Вот если бы, мне кажется, На что? какая-то реакция на ваш Не слой было была бы, ребят, такие условия контракта, такие условия федерального соглашения. У тебя 1 год на реализацию, все. Ну это антинародное соглашение, понимаете? Обратите Получается, внимание. что у нас Россия, соглашение в том, чтобы федеральный ложить закон. брусчатку в снег. Ну не Нет, бывает у таких нас нет соглашений. соглашения о брусчатку в снег. Ну, У нас я есть утрирую. соглашение. Ну, утрированно. о год. И неважно, сидишь ты, извините, в северном регионе или сидишь в Воронежской области или в Липецкой. 1 год срок соглашения финансового с федеральным исполнительным органом власти. Все. Просто мне кажется, что вот эти работы переделывали, они, не знаю, ну явно не на те деньги, которые они получили в прошлом Это году. уже меня не волнует. У него есть гарантийные обязательства, я как заказчик требую от него исполнения гарантийных обязательств. Меня уже не волнуют его деньги. Я ему эти деньги оплатила. Я теперь от него требую только качества. Я согласна с вами абсолютно, что качество плохое. Все. Хорошо. Будем стараться делать все Идем максимально. тогда по вашей логике.